Dolayısıyla arxivni kağıtış. Исследование еще одного интересного памятника. И передаю микрофон Ахматову Азамату Усмановичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Да, безусловно. Вы проводите исследование курганного могильника Бачу-Юрт-Западный. Что увидели вы и ваша команда? Уважаемые коллеги, в мае-июне 2025 года сотрудниками Академии наук Чеченской Республики совместно с комплексом научно-исследовательским институтом имени Ибрагимова были исследованы курганы 1, 3, 4 и 5 в составе выявленного объекта, как вы сказали, археологического наследия, курганный могильник Бачу-Юрт-Западный. В ходе работ в 4 курганах изучено было 51 погребение. Наиболее раннее из изученных погребений совершено в скорченном на спине положении сильно... Слышно меня? Безусловно, извините, пожалуйста. В скорченном на спине положении сильно окрашена охра и содержала кремниевую ножевидную пластину. Сочетание этих признаков является классическим для наиболее ранних подкурганных погребений Северного Кавказа и степного Предкавказья, датирующей эпохой раннего энеолита, 5 тысячелетием до нашей эры, и маркирующих так называемый горизонт рождения кургана. Количество исследованных погребений этого времени в Предкавказье не так велико, поэтому бачертовскую находку можно отнести к числу уникальных. Порядка 10 погребений относятся к эпохе ранней бронзы, отражает обряд условно-рядовых носителей майкопской культурной традиции 4 тысячелетия до нашей эры северо-восточного Предкавказья с характерным обрядом и керамическим инвентарем. Тем не менее, представленная в Бачу-Юртовском могильнике серия погребений имеет важное значение для понимания связи населения Центрального и Восточного Предкавказья в это время. Также в данном некрополе представлены погребения эпохи Средней бронзы. Здесь присутствует как классический для северокавказской культуры вытянутый обряд погребения и местные его деривативы в виде скорченных на боку погребений. По инвентарному набору синхронных с позднекатакомбными памятниками Ставропольской возвышенности. Инвентарь погребения был представлен разнообразными бронзовыми, фаянсовыми украшениями и керамикой. Отметим, что изученная Бачертовского могильника серия среднебронзовых погребений является одной из наиболее представительной в рамках работ последних десятилетий на территории республики. Ну и отдельного внимания заслуживает зафиксированный случай искусственной деформации черепа у ребенка. Подобные практики, как правило, интерпретируются как маркеры социальной идентичности, статуса или принадлежности к определенной группе и могут свидетельствовать о культурных влияниях или контактах с соседними регионами. Что касается архитектурно-стратиграфического анализа курганов, удалось выявить их сложную многоэтапную организацию, зафиксированы каменные крепиды, выполнявшие как конструктивные, так и ритуально-символические функции. Важно подчеркнуть, что речь идет не только о технических элементах укрепления насыпи, но и о маркерах сакрального пространства, фиксирующих границы погребального комплекса. В ряде случаев прослеживается этапность сооружения курганов, включая их использование и реконструкцию. Наиболее показателен пример кургана, в котором фиксируется неолитический этап формирования с последующей досыпкой в эпоху бронзы. Подобная практика свидетельствует о длительном сохранении памяти о месте его сакральной значимости, что в более широком контексте может рассматриваться как, наверное, как индикатор преемственности культурных традиций, а возможно и их носителей. Конструктивные особенности могильных сооружений указывают на достаточно высокий уровень стандартизации погребальной практики. Преобладают прямоугольные и подпрямоугольные ямы с вертикальными стенками, что свидетельствует о четко сформировавшихся строительных традициях. При этом фиксируется ряд дополнительных элементов, усложняющих структуру погребального пространства, такие как каменные выкладки на дне, органические подстилки, глинистые подстилки, также каменные оградки и в нескольких случаях склепообразные конструкции были зафиксированы. Эти элементы, по всей видимости, выполняли не только утилитарную, но и символическую функцию, формируя особое ритуальное ложе и изолированное пространство